Какова ситуация в Сухумском районе после подтопления домов и улиц в результате недавних проливных дождей? Какие восстановительные работы ведутся и окажут ли помощь пострадавшим от стихии? Эти и другие важные для района вопросы обсудим с главой администрации района Алхасом Читанава. Добрый день. Самый главный вопрос – это ликвидация последствий стихийного бедствия. Как всем известно, 9 числа первая стихия была прошедшего месяца, и буквально через неделю еще один удар был нанесен нашей инфраструктуре района. Вот основная проблема, она крутится вокруг ликвидации последствий стихийного бедствия. В первую очередь это наши проселочные улицы. В большинстве своем в таких селах, как Зыгута, Верхняя Шера, Эшера, частично Яштуха, Баслата, несколько проулков, они были сильно повреждены. Все силы, как что называется, брошены на то, чтобы как-то до зимы, до начала холодов исправить ситуацию так, чтобы граждане могли более-менее свободно передвигаться. Какие работы предполагается сделать, хотя бы на таком уровне, чтобы, как вы сказали, граждане могли передвигаться, и на какой срок из бюджета или кто-то помогает? С первого дня, как это произошло, работы ведутся. Вот, как я говорил, 2 стихии у нас с промежутком в неделю было. Некоторые улицы, которые были исправлены после 9 числа, они опять были испорчены, ими тоже занимаются. То есть идет подсыпка, идет очистка ливневых каналов, по возможности чистим русло речушек, которые в непогоду превращаются в бурный поток. Такие работы ведутся в Дзигуте, в Верхних Ишерах, частично в Ишерах. Ввиду того, что специализированной техники, которую мы можем нанять, и ограниченности средств, не можем массово нанять такую технику, поэтому работаем малым количеством, что называется, и стараемся исправить положение своими силами. Все материалы по стихии, все сметы подготовлены. Вот буквально сегодня, завтра с протоколом комиссии экземпляры этих смет будут отправлены на рассмотрение в Республиканскую комиссию по стихийным бедствиям в Кабинет министров. Скажите, пожалуйста, чего ждем, что республиканский бюджет нам какую-то поддержку окажет. Хотела уточнить, уже подсчитан ущерб? Вот сумма какая ущерба? Ущерб по первой стихии, ущерб подсчитан порядка 28-29 миллионов рублей. Пострадали в основном дороги или жилища и так далее? Да, у нас в основном дороги. 2 заявления по домовладениям принято. Еще 2 человека заявились, но ввиду того, что необходимые справки еще не приложены, пока не могу сказать, что это отнесется к стихийному бедствию, либо это просто ветхость крыш. Но 2 человека точно пострадали, по ним тоже составляется материал. Там сумма по 2 гражданам колеблется от 150 до 180 тысяч рублей на одного. А вообще, что касается поддержки со стороны республиканских властей, республиканского бюджета, уже есть какие-то, обещания, что эта сумма будет выделена? Задача президентом была поставлена подсчитать, сметную документацию подготовить, протокола комиссии по стихии, которые уже постоянно действующие в районе, потому что у нас и в год по нескольку раз такое бедствие настигает. Вот, как я говорил ранее, сегодня, я надеюсь, что завтра мы все эти материалы отправим туда и будем ждать реакции правительства. Что касается собственных возможностей и сил, есть ли какие-то возможности, средства, которые вы могли бы направить, либо есть небольшие деньги. Мы вот сейчас буквально послали письмо с тем, чтобы увеличить расходную часть за счет перевыполнения текущего бюджета. Определенная сумма нами была накоплена. Естественно, мы
собирались эти средства направить на другие цели, но ввиду того, что произошло, все эти деньги будут направлены на ликвидацию того последствия, о котором мы сейчас говорим. Да, определенная сумма у нас есть, но она наполовину недостаточна для того, чтобы решить все эти проблемы, потому что помимо тех улиц, которые были испорчены непогодой, у нас были еще плановые работы и текущая работа, которую мы и также должны будем оказать внимание, соответствующим образом профинансировать. Стараемся из того, что у нас есть. Пока бюджетом отпущено порядка 8 миллионов для того, чтобы работы были начаты. Да, сметная документация была подготовлена, договора подписаны, авансы отпущены, это в размере 70%, это получается порядка 5,5 миллионов рублей отпущено на то, чтобы начать работу. И работы по сей день ведутся, но ввиду того, что часто у нас дожди начинаются, а это материал, который невозможно использовать в непогоду, потому что карьер заболачивается, и материал, которым мы отсыпаем наши проселочные улицы, это песчано-гравийная смесь, что называется, поэтому пока не высохнет, с такими перерывами ведутся работы. Я надеюсь, что мы, если погода даст, и, естественно, бюджетное обеспечение будет на должном уровне, мы успеем до начала зимы эти все проблемы устранить. Скажите, пожалуйста, Алхаз Заурович, а что касается компенсации ущерба пострадавшим, такое есть у вас? Или эти два человека всего? Или больше их круг, скажем так, нуждающихся? Пока 2 человека. 2 человека, которые заявления приняты и отработаны. 2 заявителя еще есть, но я, как говорил, ввиду того, что справок подтверждающих, это основная справка от представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям пока не прикладывается. Это событие нельзя квалифицировать как стихийное бедствие. Поэтому еще 2 ждем. Надеюсь, что справки приложатся, и мы их тоже отработаем, и на комиссию все эти материалы будут переправлены. Мы затронули тему бюджета так слегка. Вы могли бы сказать вообще самое основное, что касается бюджета, главного параметра, и что вы думаете о том, куда следует, допустим, это все направить, кроме очевидного о том, чего вы уже говорили? Направлений больше, чем то, что направить можно, к сожалению. Практика показывает, что основной акцент все равно нужно делать на обеспечение населения водой. У нас из года в год наблюдается одна и та же проблема. В засушливый период у нас большая часть населения, таких сел, как Яштуха, часть Баслаты, части Шеры, недостаточное количество воды мы можем подать ввиду того, что родники, на которых наши водонасосные находятся, они мелеют, то есть дебит воды критическим образом понижается, и поэтому основной акцент при наличии возможностей, на мой взгляд, и вообще посредством общения людей, исходя из опыта, который за немалое время накопился, думаю, что нужно направлять именно на разрешение этой ситуации. Потому что летом без воды в сельской местности очень тяжело населению. Немало случаев, когда людям приходится покупать, заказывать машины, водовозы и оплачивать немалые деньги, ввиду того, что у нас заработок основного населения не такой высокий, а им приходится еще отвлекать семейный бюджет на приобретение питьевой воды. Это основная проблема, на мой взгляд, на которую нужно сосредоточить свои усилия. А в селе Нижняя Шера как раз был такой проект, или есть сейчас укладка нового водопровода. Идут работы по нему или же нет? Уклад
самой сетью, разводящей сетью водопроводных линий проблем особых нету, да, бывают аварии, и мы ежегодно занимаемся приобретением и укладкой новых труб. У нас основная проблема — дефицит самой воды, то есть дебита воды становится крайне недостаточен. Нужно строить новые скважины, нужно оснащать существующие водонасосные станции скважинами, насосным оборудованием. Есть реальная необходимость для того, чтобы говорить о каком-то росте, и привлечении инвестиций, нужно оборудовать и строить новые водонасосные станции с тем, потому что большая часть населения района запитывается городскими водоводами, городскими водонасосными станциями, ввиду того, что там же такая же проблема наблюдается из года в год, дебит воды понижается, население снабжать водой нужно, курортный сезон, людей становится больше, потребителей становится больше, поэтому в достаточном количестве людям подать в села становится очень сложно. Вот такая вот актуальнейшая проблема. Я думаю, что в скором времени в селе Яр, в Каманы, где у нас насосная станция, которой мы обеспечиваем часть села Баслаты и почти 90% населения села Яштов, это огромное село, с республиканского бюджета планируется выделение средств на устройство 4 скважин для того, чтобы увеличить дебит воды, и мы могли полноценно подать в нужном объеме воду для того, чтобы население не испытывало таких трудностей, о которых я говорил ранее. Этот проект до конца года должен реализоваться, как заверил глава государства и премьер-министр. Сметная документация уже готова. Я думаю, что до конца этого года работы там будут завершены. Планируется начать эти работы. Я думаю, что в течение 10-15 дней эти работы должны быть начаты. Управлением капитального строительства определен подрядчик, договор подписан. Так что надеемся, что этот проект реализуется. А насколько затратен проект? По затратности, смета, по которой управление подготовило, управление капитального строительства, 8,6 миллионов на обустройство 4 скважин, прокладку водопроводной трубы до насосной станции, там порядка 400 метров, со всем необходимым погружным оборудованием, насосами, шкафами, управления и тому подобными вещами. 8,6 миллионов рублей. Недешевое удовольствие. Если говорить о районе, понятно, что это такой сельскохозяйственный район, и что касается сел, президент, глава государства говорил о том, что есть задача развивать села. Какие у вас есть планы? Что касается сельского хозяйства, как всем нам известно, по линии Министерства сельского хозяйства ведется серьезная работа по финансированию небольших проектов, принимаемых от наших граждан. Также ежегодно в бюджете района предусмотрена сумма в размере 3 миллионов рублей, которой мы также пытаемся помочь нашим жителям, которые могут и хотят реализовать небольшие сельхозпроекты. Наша программа нацелена на финансирование проектов по высаживанию многолетних насаждений. В этом году 12 проектов одобрено, и мы сейчас в скором времени начинаем приступать к реализации. Где-то нужно людей обеспечить саженцами, где-то нужно помочь приобрести материалы для ограды, где-то нужно и вспахать, и посадить, разного рода, но все это связано с многолетними насаждениями. Цитрусы, фрукты различные. Эти 12 проектов нами будет в этом году реализовано. После того, как это произойдет, мы можем говорить о том, что реально мы смогли сделать. Это ежегодная программа, которая в районе силами бюджета местного реализовывается, поэтому, к сожалению, сумму увеличить у нас пока не получается, потому что доходная часть бюджета, она оставляет желать лучшего, поэтому вокруг этих 3 миллионов ежегодно мы рассуждаем, кому, в каком размере оказать помощь в этом направлении. Что касается цитрусового сезона, уже, возможно, очевиден прогноз на урожай. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
пока официальных данных по ожидаемой урожайности у меня еще нету, но так, судя потому что вижу, я сам живу в сельской местности, урожай этого года оставляет желать лучшего относительно прошлого года. Ну, о цифрах пока сказать не могу, потому что комиссия еще, работа не проведена. Я думаю, что в скором времени эти данные тоже будут у нас в наличии, чтобы мы могли апеллировать цифрами, увидеть динамику отрицательную или положительную. Так, приблизительно говорю, что урожайность в этом году будет немного ниже, чем в прошлом году. Ну, что касается состояния плантации и так далее, вот эта работа ведется по обновлению, там, может быть, какие-то другие сорта, ну и прочее. Не могу сказать, что нет, к сожалению, хозяйства, которые у нас, цитрусоводческие хозяйства, которые вот уцелели, они вот на таком, знаете, полуживом состоянии, обновлений там не происходит. Был проект, который был реализован в 16-17 годах, было высажено там несколько тысяч саженцев, но, к сожалению, должного ухода это не получило, и мы после чего, кстати говоря, приняли решение уже оказывать помощь адресно гражданам, потому что, как мне кажется, это более эффективно. Да, вот расскажите подробнее, адреснее, какие обычно, запросы, скажем так, у крестьян населения? Ну, то, что я и перечислял ранее, наша программа нацелена только на многолетние насаждения. Основной запрос – это цитрусы. Традиционная культура, которая возделывалась в Сухумском районе уже много десятков лет это происходит, поэтому люди поколениями этим занимаются, есть определенный опыт. Поэтому больше всего ориентирован на цитрусы. Есть запрос на фейхоа, есть различные фрукты, это персики, виноград, было 2 проекта в предыдущих годах. Основное это цитрус. Успешны эти проекты? Вообще, как вы считаете, оцениваете? Все проекты, которые были профинансированы районом, мы за ними ведем наблюдение. Ежегодно отдел по сельскому хозяйству докладывает. Ни один участок не заброшен. Скажу так, естественный выпад саженцев – это такая вот обычная история в сельском хозяйстве. Вообще сельское хозяйство – это такое рискованное направление вообще с точки зрения финансирования. Да. Могу сказать, что 60% садов, то есть 60% высаженных корней, они живые, они в скором времени начнут давать свои плоды. То есть ни один участок не заброшен. Люди добросовестно ухаживают, косят, удобряют, лечат, обрезку делают, забор поправляют, как говорится. Это эффективно. Намного эффективнее, чем, к сожалению, проект с большими хозяйствами у нас не увенчался успех. А что касается инвестпривлекательности района, меняется ли, скажем, тенденция? Что вы наблюдаете за все это время, что вы работаете? Поменялась ли ситуация? По реальным проектам, если судить, то, к сожалению, кроме нескольких проектов, основной это Горудов Клэмпинг и небольших аналогичных проектов, большие проекты в Сухумском районе, к сожалению, пока еще не реализованы. Но в предыдущих наших беседах я озвучивал, что в селе Ишера готовится большой проект, но там ежегодно возникает ряд таких вопросов у потенциального инвестора, которые, к сожалению, пока не позволяют выйти на финансирование. Но я доподлинно знаю, что уже проект по этой территории заказан, он готов, после чего я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим начало работ по освоению территории. Это за Гумистой, прибрежная часть села Ишера, земельный надел достаточно внушительный, и там собираются реализовать очень серьезный проект туристической направленности. А мы сейчас затронули тему туризма. Насколько эта отрасль перспективна для района? Как вы оцениваете? И вообще, как прошел туристический сезон? Вообще сезон в этом году желает оставлять, конечно, лучшего по количеству посетивших, если говорить о районе, туристов
он гораздо меньше. Сейчас мы будем подводить итоги туристического сезона. Официально он еще не окончен, поэтому инспекция по налогам и сборам по тем местам размещения, которые у нас в районе имеются, будет дан отчет, после чего у нас появится понимание, о каких налогах речь идет, какое количество объектов размещения, в каком процентном соотношении относительно туристического сезона было заполнено. Район в этой отрасли, конечно, очень слабо представлен. Так, это актуальнейшая история, потому что основной доход населения строится вокруг вот этого туристического сезона. То есть это и обслуживающий персонал, это, естественно, купля-продажа всего необходимого, это и размещение в частном секторе, и размещение в построенных специализированных местах. Это небольшие такие земельные наделы, в которых люди на свои деньги построили маленькие дома, в котором принимают. Это основной источник пополнения такого семейного бюджета, что называется, поэтому это актуальнейшая история. Говорить о развитии большого объекта, серьезных таких объектов, как бывший санаторий Шера, бывший санаторий Шицквара, бывший дом отдыха Мозовая роща или та же спортивная база, сложно говорить о развитии, пока государство либо в партнерстве с инвестором не будет вложены немалые деньги на инфраструктуру. Вот те проблемы, о которых мы говорили, недостаточно воды, недостаточное качество и стабильность энергоснабжения. Все это вопросы, которые обременяют развитие этой отрасли. Поэтому без решения этих фундаментальных вопросов очень сложно ожидать в открытии крупных туристических объектов в Сухумском районе. Это, я думаю, что не только района касается, это вообще всей территории касается. Недостаточно мощностей для того, чтобы потенциальный инвестор понимал, что помимо строительства непосредственно самого объекта, ему не приходилось бы вкладываться еще в инфраструктуру. Это не будет работать. Какие еще проекты реализуются в районе или, возможно, есть намерение реализовать их или, возможно, уже занимаетесь? Как вам известно, в стране реализуется несколько программ, связанных с финансированием грантов, так называемых, на реализацию определенных проектов. Инициативные группы очень активно, буквально 30 число был последний день приема этих заявок. Очень много проектов, которые нашими жителями с участием глав сел, депутатов районного собрания было подано. Я надеюсь, что большая часть их будет одобрена. Да, практически по всем селам были поданы заявки. Хочу еще отметить, что у нас ведутся ремонтные работы в Ишерской школе. Как вам известно, эта школа была названа именем Владислава Григорьевича Ардзенба. В этом году этой школе исполнилось 100 лет. И ввиду 80-летия этого Владислава Григорьевича год посвящен, юбилейный год, так сказать, имени первого президента. По окончанию этих работ хотел отметить, что эти работы финансируются из республиканского бюджета. Мы планируем провести вот такое мероприятие, связанное со столетием школы, естественно, с юбилеем Владислава Григорьевича Ардзенба. Мероприятия, которые реализуются в селе Псху, уже анонсированы, вам всем это известно, построена, как я обещал, президент, детская площадка. Активная работа идет по ремонту и модернизации ГЭСа. Да, буквально на основании заявок главы села бюджетом района было приобретено 2 километра водопроводных труб. Часть этих труб мы уже туда подняли. Есть и небольшие позитивные моменты, которые хотелось бы отметить. Естественно, как и вся страна, в
идет серьезная подготовительная работа по выборы в органы местного самоуправления. Еще одно событие, наверное, главное политическое событие этого года будет 8 ноября назначены указом президента выборы в местные органы самоуправления. Избирательная комиссия сформирована, работа ведется, идет активная работа самих кандидатов по выполнению ряда требований, меняемых законом о выборах в органы местного самоуправления. Поэтому ждем, готовимся к выборам. Спасибо вам большое за интервью. Удачи в вашей работе. Не за что. Всего доброго. Спасибо вам. О том, какие восстановительные работы ведутся в Сухумском районе по ликвидации последствий проливных дождей, как прошел туристический сезон. Эти и другие темы мы обсудили с главой администрации Сухумского района Алхасом Читанава.